потерянные люди, да, не могли найти. Привез нормальное, правильное место. И мы, короче, приехали по старому адресу. Идем на Экспо, новую локацию Какао-Дака. Вот здесь спрятался наш Какао-Дак. Вот, наконец-таки мы добрались до Какао-Дака. Я полагаю, мы закажем кимпап, токпоки, твою любимую курочку, касым салемнем, вот этот, мы обычно заказываем. И что-то еще закажем? Пока хочется пить. Ты хотела кока-колу? Давай литр колы и 0,5 воды. Чапче не хочешь салат, помнишь, из фунчоза? Даже не знаю. Помаши, Карина. Кимпап с овощами. Полный. Токпоки классический. Касым салемнем 3 штуки. Или 5? 3. Холодная кола 1 литр. Не холодная вода 0,5. Ага. И давай чапче лайк. Все. Ну, в общем, пока мы ждем наш заказ, стоит отметить, что в Какао-Дак я не впервые, я хожу уже годами. Карина, кажется, ты второй раз, да? Или третий раз? Третий раз в Какао-Дак. И, в принципе, Карина полагается на мой вкус, и я знаю все, что нужно, и даже без меню. Вот. Это новая локация. Мы здесь впервые выбрали укромное место, чтобы мы могли снимать спокойно обзор, подальше от глаз официантов и администратора. Вот. А на первом этаже места намного уютнее, мне так кажется. Ну, по крайней мере, есть такие диванчики. Вот такая светлая локация. На столе стоит вот такой типа гробик с принадлежностями. Ну, то есть имеется в виду с вилками, палочками и ложками. Нам принесли токпоки очень быстро, кимпап с овощами и маленькую порцию кимчи. Надо налить сюда соевый соус. Каринка, поможешь, да? Куда налить? Вот сюда. Будем макать туда кимпап. А первые 2 минуса, то, что у них нет трубочек, это вообще очень странно. Нет льда. Тоже мы попросили холодную колу, но не холодная, она слегка прохладная. А без холодной колы я просто, честно, не могу. Ну, может быть, стоит понять и принять тот факт, что они вот только переехали сюда. Лед и трубочка — это самое основное, с чего вообще начинается переезд, если честно. В общем, в кимпабе, прошу прощения, я вижу рис, яичный омлет, морковку, редьку, дайкон и огурец. Приятного нам аппетита! Кимчи. Что это? Вермишель? Это токпоки, рисовые клетки, готовятся из рисовой муки с добавлением кочуджана, сахара и много чего. Кстати, хороший на вкус. Резинку только больно. Резинка. Я обожаю. Такое чувство, что она не переваривается в желудке. Потому что она не съедобная. Как от куклы Барби рука. Вот. Хотелось бы палочек бамбуковых. Посмотрите, как Карина использует салфетку. Третий минус, то, что нет тряпочных салфеток. Я прям только задумываюсь о том, что вот соевый соус может капать на мою белую майку. Вот и принесли наш касым салемнем чикен. Это жареное куриное филе в остро-сладком соусе. Я возьму так. Как тебе на вкус? Такой же? Вкусный? Да, вкусно. Я прям ради него пришла сюда. Офигенный. Я еще
недавно ела такую же курицу в Пикабу. Это тоже корейский ресторан или кафе на левом берегу в Астане. И по сравнению с какао-дак мне это вообще не понравилось курица. И там были какие-то непонятные кусочки жира. А здесь я такого не заметила. Если наш салат чапче из фунчозы и с овощами, с грибами. Я помню, да, было мясо. Да, это древесные грибы. Это что сверху? Это яичный блин. Есть мясо. Мяса мало, но мясо есть. Вот у нас вышло 7733 тенге за раз, два, три, 4 позиции и 2 напитка. Ну вот и мы вышли с какао-дака. Наши оценки по 3 категориям. Первое — это еда, второе — обслуживание и третье — интерьер. По 5-бальной шкале сколько ты ставишь за качество еды? За качество еды 5 из 5. Еда была вкусной, как обычно. Никакого там я не заметила жиров или там послевкусия. Курочки, да? То, что я ожидала, по сути. Ага. Я тоже с тобой соглашусь, я ставлю 5 за еду, все как обычно вкусно. Второе — обслуживание. Если честно, 3, не знаю, ждала официанта по 10 минут, не приносят приборы, постоянно нужно что-то просить, интернет не работает, чтобы расплатиться карточкой. Чтобы расплатиться QR. QR, да, в общем, им еще работать и работать над этим. Я тоже ставлю за сервис 3. Я сначала думала, что я поставлю 4, но в конечном итоге, когда мы ждали счет, мы еще отдельно спрашивали посуду, чтобы забрать остатки еды, и прям это было, как будто мы ждали вечность, и поэтому я ставлю тоже 3. Как насчет интерьера? О боже, если честно, интерьер я поставлю 3. Во-первых, где мы сидели, было так темно, и низкие потолки, и знаете, вот эта атмосфера прям на себя давила. Прям было как-то немного некомфортно. В их предыдущей локации, откуда они переехали, было все так светло, комфортно. Да, я тоже ставлю за интерьер 3, только потому что, я не знаю, если сравнивать с предыдущей локацией, там чувствовался какой-то уют, было комфортно. Мне не понравился новый интерьер, потому что все напоминает столовку. Конечно, они разместят больше гостей, но вместе с этим они потеряли, в общем, весь этот уют, шарм, который был в предыдущей локации. Но, тем не менее, это не повлияло на качество еды. Среднеарифметические итоговые оценки вы увидите тут. Да. Спасибо за ваши просмотры. Обязательно ставьте палец вверх, оставляйте комментарии, подписывайтесь на мой канал и не забудьте нажать на колокольчик, чтобы не пропустить мои следующие видео. Если хотите обзор астанинских кафешек, обязательно оставьте свои комментарии, мы постараемся сделать обзор. Мы с Кариной вам говорим пока-пока. Пока, всем приятно было провести с вами время. И до скорых встреч!